Предприниматель Джарашбек Гусенов из Манасского района Таласской области пытается на протяжении нескольких лет начать строительство логистического центра. Добиться своей цели, по словам мужчины, не получается из-за бюрократических препятствий. На протяжении 4 лет в какие только двери он не стучался с кипой бумаг. От безысходности житель Таласской области писал и письмо президенту. Однако до сегодняшнего дня ответа все еще не получил. Уважаемый президент, мы обращались к вам в письменном виде, но не дождались ответа. Мы не можем реализовать свой выращенный товар. Нам сейчас очень непросто. Мы должны продавать свой товар в рамках ЕАЭС и соответствовать всем требованиям. Поэтому мы решили начать строительство логистического центра. Правительство нас поддержало, но мы не находим поддержки от Айылбанка и РСК банка. Логистик центр курабыз, элге жинем алабыз деп товарыбызды каяка өткөзө албай кыйналып жүрөт эле, сактап сатсакпы дедик эле, өзүнүн баасы келсе. Джарашбек Гусенов в прошлом году в декабре месяце обращался к нам в редакцию. Он сделал обращение с просьбой предоставить им кредит по линии РКФР для строительства логистического центра. Тогда он сообщал, что совместно с местными жителями им удалось собрать $60 тысяч для приобретения земли для будущего логистического центра. Однако у жителей уже не осталось средств для дальнейшего строительства. Проект предусматривает $1 миллион, хотя местному самоуправлению удалось договориться и взять разрешение депутатов и правительства. В самом конце они не смогли выполнить условия РКФР, которая требовала залогу в $2 миллиона и отказала в кредите. Потом мы узнали, что в фонд для поддержки фермеров было выделено $2 миллиона. Мы обратились в Российско-Кыргызский фонд развития и сказали, что вот президент говорит, что надо поддерживать фермеров и регионы. Но они с улыбкой ответили, что, мол, президент может говорить все, что угодно. Сам председатель Шамкеев улыбался на наши слова. Они просят залог в $2 миллиона за кредит в $1 миллион. Это для нас непосильно. Это просто бюрократические препятствия. В связи с отсутствием логистического центра в Манасском районе каждый год фермеры несут большие убытки, так как каждый крестьянин ждет самого выгодного момента для продажи, и до этого времени срок годности большей части продукции истекает. В данном районе есть 20 тысяч гектаров орошаемых земель. Так как мы живем в сельском регионе, мы выращиваем картофель, огурцы, но каждый год у нас проблемы со сбытом. Едем в Джамбыльскую область, это лишние траты на дорогу, требуют сертификаты, без которых твой товар никто не купит. Мы просим, чтобы логистический центр скорее открылся. Жители региона сетуют, что несмотря на то, что уже 2-й год подряд президент объявляет годы развития регионов, однако, к сожалению, на деле ничего не происходит. Теперь вот осень наступила. Куда мы будем сбывать наш товар? Казахстан нас не впускает. Каждый фермер от 3 гектаров земли получает 1000 сом прибыли. Уважаемый президент, почему сложились такие бюрократические препятствия для простых фермеров? Вы перед выборами президента обещали, что будете отвечать на вопросы граждан днем и ночью. Пожалуйста, ответьте нам. Несмотря на то, что фермеры сталкиваются с лишними бюрократическими проблемами при реализации их идеи, это не мешает им верить в то, что в конце их планы воплотятся в жизнь. Аида Матбекова, Эрмек Раимбеков, Нью ТВ.